Таджикский журналист рассказал, как ее семья борется с болезнью и чем известна в республике Самая-Суфи. Одна из влиятельных женщин-политиков современного Таджикистана, заместитель председателя правящей НДПТ Хайрениса Исуфи и член ее семьи сейчас переживает тяжелое время, борясь с COVID-19. По словам одного из близких друзей семьи Исуфи, болезнь началась у старшей дочери Бунавши, затем заразились ее сыновья, Бунет и Масют, и сама госпожа Исуфи. Вся семья была госпитализирована в столичной инфекционной больнице в микрорайоне Заравшан. Не обошлось без потерь. Коронавирус не пощадил их близкого родственника, Шурина Муалима, 60-летнего Эркина Сираджидинова, кандидата наук, заместителя директора гимназии Хилол. В этой связи хочу выразить глубокое соболезнование его родным и близким. Остальным членам семьи Исуфи повезло больше, они смогли победить вирус. Семья получила в этой больнице своевременную медицинскую помощь, а также внимание руководства страны, за что они очень благодарны. Муалиму Исуфи выражает признательность профессору Эркину Рахманову, главврачу Хуршеду Хабибзоду и всему медперсоналу больницы. Я знаю Хайренису Исуфи уже не один год и искренне уважаю ее как человека и политика. Цель моей публикации – поддержать ее в этот непростой период жизни, вспомнить о ее заслугах перед страной, послать ей положительные эмоции, необходимые для выздоровления. Карьера, образ, заслуги. В 23-го года ее выбрали на должность первого секретаря комсомола города Пенджикент. За последние 20 лет ей были доверены важные посты в государственных структурах республики: вице-премьер страны, председатель комитета по делам женщин, председатель комитета по социальным вопросам МНМО-РТ, вице-спикер парламента и теперь заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана. Она считает себя воспитанницей президента. Она, как эталон для подражания, создала свой образ и стиль современной женщины-руководителя Таджикистана. Как образованная таджикская женщина, она блестяще владеет родным таджикским языком, разговаривает на русском и английском языках. Также владеет турецким, узбекским, казахским и киргизским языками. На своем примере она показала всем, как быть серьезной, требовательной, ответственной руководительницей и при этом оставаться нежной, заботливой супругой и матерью. В качестве вице-премьера ею были созданы национальные комитеты по решению важных социальных проблем, Нацкомитет по предотвращению туберкулеза, СПИДа и малярии, Нацкомитет по народонаселению и развитию, который она до сих пор сама курирует, Нацкомитет по покупке медикаментов, с $5 миллионов от японских доноров, и другие. Она регулярно занималась поиском новых молодых лидеров среди женщин в разных районах республики и поддерживала их, помогая расти и развиваться им до республиканского уровня. В Комитете по делам женщин она инициировала конкурс «Женщина года» и ежегодно поощряла ценными призами женщин-лидеров в разных сферах. В годы работы в Комитете по делам женщин она предложила руководству страны создать ежегодный президентский грант на сумму 1 миллион самони, и эта инициатива была поддержана. Позже она смогла добиться одобрения президента для создания специального общежития для девушек-сирот, отремонтировать его за счет внебюджетных средств. Общежитие было полностью оснащено современными компьютерами, швейными машинками, а живущие здесь девушки были обеспечены регулярным питанием и одеждой. Общежитие Чироги Хидоят до сих пор функционирует. В качестве депутата парламента за 10 лет она была соавтором более 50 законопроектов, в том числе законопроекта по предотвращению насилия в семье, законопроекта о гендерной политике и других. Международное признание: в 2015 году она была награждена орденом Межпарламентской ассамблеи СНГ, Содружества. В 2018 году стала лауреатом премии Второго Евразийского женского форума, общественное признание в номинации «Женщины в международной политике». Вы получили признание мировой женской элиты. Вы сделали этот мир лучше,
сказала глава Верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко при вручении награды в 1 миллионе рублей. Премия символизирует признание заслуг женщин в формировании и реализации современной повестки дня, преодолении трудностей в борьбе за цели, важные для глобальной безопасности и устойчивого развития общества. Премия присуждается выдающимся женщинам, которые в разных странах и в различных сферах деятельности заслужили эту награду своим трудом и примером. В чем ее секрет? По словам известной журналистки Хуренисы Ализода, которая последние 10 лет сотрудничала с госпожой Юсуфи, эта женщина-руководитель проявила себя вежливой, заботливой, деликатной, женственной. При этом, где бы она ни работала, ее всегда уважали и любили. Другая особая черта характера госпожи Юсуфи, которую подчеркивает Ализода, это скромность. Каждый раз, когда с ней встречаешься, она делает приятные комплименты. Это при том, что она всегда занимала намного высокие посты, чем я. В нашем менталитете это непривычно. Даже иногда становится неудобно. Но изюминка в том, что она это делает искренне и душевно. Одним словом, ее философия жизни полностью соответствует значению ее имени, ведь имя Хайрениса означает «женщина, творящая добро». Абдурахмон Ханзода, руководитель аппарата ЦИК НДПТ, Хайрениса Юсуфи, из числа тех государственных деятелей страны, которая зарекомендовала себя как грамотный, компетентный и профессиональный кадр. Ее творческие навыки, профессионализм и новаторство признаны обществом. Можно смело сказать, что она является воплощением интеллигентности в государственном управлении. Будучи депутатом, работая с ней в парламенте и теперь в ЦИК НДПТ, я заметил, что несмотря на загруженность, она всегда находит время для саморазвития. Во время деловых зарубежных поездок я был свидетелем того, как свое знание разных языков она использует по назначению, которое создает благоприятное впечатление относительно образа современной таджикской женщины-политика. В целом, за какое бы дело она ни взялась, она делает все от души и доводит до совершенства, и это особенно выделяет ее среди коллег. Даже ее приход в руководство партии имеет оживляющий эффект для НДПТ. Конечно же, ее путь к политическим вершинам не всегда был усыпан розами. Все, чего она добилась, было достигнуто благодаря таланту и творческому подходу к своему делу. Какую должность бы она ни занимала, она всегда старалась полностью посвящать себя своей работе. У нее уникальные организаторские способности, которые не остаются незамеченным окружающими. Я благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность общаться и работать совместно с такой яркой личностью, как Муалима Юсуфи. Говоря о секрете успешности Хайренисы Юсуфи, можно вспомнить слова известного китайского мультимиллиардера Джека Ма, который считает, что одно из главных преимуществ женщин, как работниц, тем более как руководителей, наравне с их intelligence quotient, emotional quotient, у них обычно особо развита IQ, love quotient, то есть, способность человека быть добрым и любящим других и себя. Быть искренним и внимательным к своей работе. Вот это душевное отношение к людям и к своей работе сделало Хайрениса Юсуфи такой оригинальной, успешной и уважаемой. Семья Хайренисы Юсуфи с мужем воспитала 4 замечательных детей. И это ей не помешало сделать успешную карьеру. Наоборот, она показала пример того, что семейная гармония положительно влияет на профессиональную карьеру. Я лично ее знаю более 10 лет. Она для меня символ порядочности в государственном управлении. Знаю, что весь ее доход и доход членов ее семьи – это исключительно ежемесячная зарплата. Муалима Юсуфи сейчас в самом рассвете силы может сделать еще много полезного для нашего общества. Желаю ей и всем нашим соотечественникам, кого поразил этот вирус, скорейшего выздоровления.